Народной артистке Республики Коми Лидии Логиновой исполнилось 55 лет. Здравствуйте, Лидия Петровна. Лидия Петровна, все-таки 2 десятка вы уже на сцене, можно сказать. Ну, на профессиональной сцене немножко еще 2 десятков нет, 18-й год на профессиональной. Не, ну все равно же вы поете, наверное, с детства, насколько я знаю. Много десятков можно сказать. Да, но и все-таки вот вы никогда не мечтали бросить все и заняться более спокойной деятельностью? Ну вот, бывают такие моменты, когда хочется немножко отдохнуть, или даже бывают такие моменты, когда хочется все бросить. Но потом, когда видишь зрителя, опять все как будто всколыхнется, и думаешь, что без этой работы жить невозможно. А как относятся ваши родные, близкие все-таки к гастрольной деятельности? Жесткий график? Ну, это отношение, оно как бы по графику шло, не по графику, а по нарастающей шло. Сначала, конечно, особенно муж у меня очень не хотел, чтобы я ездила где-то там, выступала перед людьми и все такое. Даже еще, когда ходила в самодеятельность, у нас такие были, скажем, столкновения, можно сказать. Но я человек упрямый и все время говорила, что я должна то, что мне предназначено, пройти, несмотря на то, что хочешь ты или не хочешь. Вот. Поэтому упрямство мое, конечно, взяло вверх, а теперь уже очень-очень за меня болеют, провожают, встречают. Доброго пути и всего самого доброго желают. И вообще сейчас, конечно, нормально все. У вас в семье творчеством занимаетесь только вы? Творчеством занималась и моя старшая дочь. Она танцевала уже в ансамбле нашем. Но так как состав ансамбля поменялся, она уже вот 2 года не работает. Ансамбль, вот у вас ансамбль Зильгантура. Да. Это трава в переводе? Это цветок. Цветок? Да, очень красивый цветок, очень интересный. Почему мне привлекло внимание, вот именно вот этот цветок привлек внимание. Он очень похож на человека. Как человек рождается маленький, красивый, миленький, вот такой же цветочек он. Очень интересненький, у него очень интересные листья, такие ершистые, такие, как вот похож на такого мальчишку с волосами такими, с ершистыми. То есть он как-то сочетается с вашей деятельностью, название-то? Ну, я думаю, что да. Просто я смотрю на вас, вы вроде не ершистая так. Нет, я бываю ершистая очень. Кстати, костюм у вас это... Это ижемский костюм. Ижемский костюм? Да, ижемский. Но сценический, конечно, не совсем традиционный. Но сценический, чтобы со сцены это все смотрелось как-то привлекательнее, можно сказать. Но сам ижемский костюм, конечно, он очень красивый. У меня много костюмов, но вот ижемского еще не было. И я вот сама считаю, что я человек очень северный, а это северный костюм, поэтому я очень как бы давно уже хотела сшить. И, кстати, очень привлекает зрителя этот костюм. Когда вот летом я была в Финляндии, наверное, ну, не совру, наверное, человек 100, может, даже больше, хотели со мной фотографироваться, да. Не просили вас, снимите, чтобы померить? Нет, просто говорили, о, beautiful, там, по-всякому. Хвалили этот костюм. И еще говорили, ух ты, ух ты. Но я понимала, что в этом костюме я такая дородная. И это как бы меня не обижало, мне это было даже очень приятно. Вы сейчас сказали на английском языке, вы поете, может, тоже на английском? Нет. Нет? Вы поете только на коме? Ну, не совсем на коме. Мы поем еще русские песни наших авторов, коми-авторов, которые пишут на русском языке. А так в основном, конечно, на коми-языке. Чисто народные песни? Чисто народные и авторские песни. Скажите, а у вас есть, скажем, последователи из молодежи, которые вот черпают у вас опыт, знания? Ну вот в ансамбле 3-й год уже молодая, начинающая солистка Наталья Троилина. Я думаю, что... Она у вас, по-моему, пела на концерте вашу песню, да? Она пела песню, да, которую я написала, вот первую. Может быть, это одна и будет песенка колыбельная на мои слова и на музыку. То есть у вас единственная песня, которая... Пока единственная, да. Ну, у вас же стихи-то есть? Есть стихи, да. Несколько песен уже написали наши авторы, ну, там еще есть стихи, на которые можно написать. Ну и как бы не очень быстро, но потихоньку рождаются еще и другие. Вы сейчас к юбилею специально выпустили книгу со своими стихами, да. и еще записали
диск. Ну, я очень как бы сомневалась, выпускать, не выпускать, но вот ходила с этими текстами, тексты рассказов моих о детстве, о родителях, о своих детях. Вот. Там всякие такие интересные приколы, ну, там, из всяких, ну, встреч уже очень много. Вот, встречи там по разговорам, где что услышишь, вот такие вот интересные моменты я писала. Так вы все это время вели дневник? Да, я собирала очень, очень много, как бы. И там же вот эти стихи мои, фотографии наши семейные, и родители моих бабушек, дедушек. Вот. И там же вот эти песни, которые написали наши авторы. А в диске как бы я написала в основном народные песни. Народные песни, потому что, чтобы вот содержимому этой книги оно соответствовало. Ну а продолжение, как вот все-таки книга уже сколько уже вышла, как месяц, да, по-моему? Да, месяц. Уже отзывы-то есть? Просят вас продолжение То, написать? что их как бы расходится, было 1000 экземпляров, где-то половины уже нет. Это уже, наверное... Тоже показатель, да? Да, я думаю, что показатель. Ведь кто-то купил и сказал, я вот купил книгу, может быть, кто-то сказал, ой, мне тоже надо купить. Лидия Петровна, от имени всей съемочной группы «Финогравидения» поздравляю вас с юбилеем, желаю вам счастья, любви, финансового благополучия, всех благ. Атче. А места бор языслищи, а шелем шайн кучнем да боршуд, Джон Вичалун, локтан вильвантианле, и став борсати оламант.